Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Вся правда о вашем будущем. Что высшие силы о вас и о вашем будущем расскажут. Загадайте, пожалуйста, на себя, попросите правду о своем будущем. И давайте узнаем, какую информацию передадут вам высшие силы. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой хороший знак. Смотрите, вот он, ангел. Видите, такими крыльями красивыми. И рядышком вы. И ангел как будто бы вас, смотрите, из какой-то ямки вытаскивает. Да? Ручку вам дают и вас на себя вытаскивает. Я так понимаю, что в сегодняшнем дне ваша жизнь не самая лучшая, не самая прекрасная. И не так вы хотели и мечтали жить. Возможно, какие-то сложности, проблемы. У кого-то со здоровьем, у кого-то в личном, у кого-то с деньгами, с материальным. Но вы чувствуете, что как в яме сидите, да, и спасения-то ждать неоткуда, да, ничего не меняется, ничего не происходит. Но сердце у вас чистое, и карма у вас чистая. Видите, ангел вас за руку прям вытащит из этой ямы. При Божьей помощи, да, при ангельском участии вы из своей текущей ситуации точно выберетесь. Еще раз говорю, проблемы, кредиты, разводы, отсутствие личной жизни, скандалы, ссоры в паре, проблемы со здоровьем. Вы из этого точно выберетесь. Вот он, ангел, ваш ангел, и он вас за руку вытаскивает из этой ямы. Даже это какая-то яма, как даже на какой-то капкан, похоже на ловушку, точно вас вытащит, и плохого не будет. Жизнь ваша точно улучшится. Кто зашел на эту отсыпку, кто еще зайдет на эту отсыпку, знайте, что вам именно это обещают высшие силы. Это обещание, знак, как, знаете, гарантия, да, мы тебя вытащим, ты не останешься в прежней ситуации, ты не будешь дальше продолжать так, как живешь именно сейчас. Хоть это кажется невозможным, ну, в тех ситуациях, в которых вы оказались, но так оно и будет. Ангел за руку вас вытащит. Дальше. Вот здесь показано, что между двумя людьми мост ляжет. Мост — это дружба, и также мост может говорить о встрече, о союзе. Два человека. Здесь могут быть как и мужчина и женщина, так и две женщины, так и два мужчины. Возможно, вы поссорились, разругались, не общаетесь, либо общение окажется невозможным. Да, вот не встречу я настоящего человека, кого полюблю, либо не встречу человека, который будет мне помогать, станет другом. Ну, в сегодняшнем дне, да, кажется невозможным, но мост между двумя людьми точно ляжет. И оба зайдут на этот мост, навстречу друг другу. То есть, опять же, да, общая отсыпка, понимаете, общая. Вы все разные. Кто-то сейчас мается, потому что друга, подруги нет настоящей, а кто-то мается, потому что спутника, спутницы жизни нет. Вот мост ляжет, и два человека на этот мост точно взойдут. Два человека, но друг друга похожие, и с друг другом быстро найдете общий язык. Вы как для друг друга созданы, можно так сказать. Мост точно будет. Если рассорились, если разругались, если нет контакта, на мост вы точно взойдете. Дальше. Очень худая лошадь, такая прям, знаете, как сама смерть. Одни косточки и эти лапки у нее, не лапки, ножки, да, у лошади ножки такие вот прям подгибаются, да. Не лошадь, а чучело даже какое-то. Проблемы с работой, проблемы на работе, недостаточно зарабатываете, может, в принципе, найти себя не можете. Может, сейчас в поиске работы, а никто не берет.
да, все такие: нам не надо, нам не подходит, везде одни отказы получаете. Вы либо ваш близкий человек, но с правой стороны и так может отыграться. Да? Проблема с работой решится, причем решится очень благополучно для вас. В какое-то большое здание и красивое вы прям войдете, там туда вам дверь будет открыта. Фирма, офис, производство, да, вот что-то очень большое, красивое здание, как будто бы, вот знаете, из стекла и бетона, такие вот современные здания. Вот туда войдете, там для вас прям дверь навстежь будет открыта, там вас будут ждать. Может быть, вы очень скромный человек, вы не ищете в каких-то крутых и крупных компаниях, да, особенно люди, у которых там возраст, да, вам кажется: ой, меня в силу возраста не возьмут, мне лишь бы где-нибудь устроиться. Ищите в крутых компаниях, ищите вот где много людей и вот где все современное. Там вам точно будут двери открыты. Вопрос работы точно решится. В открытую дверь войдете. Для вас она открыта. И также, мои хорошие, кто, допустим, своим делом займется, то у вас свой офис будет, да, офисное, ну, как помещение получается, да, в таком красивом здании. Вот, дверь туда вам точно откроется, не переживайте, все будет. На этой вот полудохлой лошади вы точно кататься не будете. У вас другая судьба, другая абсолютно. Так, вот здесь нам показывают птицу, очень, кстати, похожа на птицу феникс. Крылья. Но тут даже, знаете, как вот не из пепла, а из праха получается. Птица восстанет. Крылья очень длинные у нее будут. Скорее всего, это связано с вашим здоровьем. Да? Может быть, вы сейчас болеете и не лучшие времена в жизни переживаете. Может быть, прогноз очень неблагополучный. Может быть, ощущения такие, что вот с таким диагнозом долго не живу, да, либо я долго не протяну без должного лечения, а должное лечение, как мы знаем, очень дорого стоит. Но вот показали птицу феникс. Взлетит ваша птица, взлетит на таких длинных крыльях. Но длинные крылья у птицы феникс — это всегда про долгую жизнь, да? Долгожитель. Может быть, за себя переживаете, может, за близкого переживаете. Но с левой стороны это ровно то, чего совсем не ждете. Либо ровно то, о чем вы в противоположном направлении думаете. Там, где вы думаете, что вот недолго мне осталось, будет прям очень долгая продолжительная жизнь. Если вы думаете, что исцеление, излечение для меня не предусмотрено, не намечается, не будет, то вы ошибаетесь. Птица феникс — это очень крутой знак. Исцелиться, восстановиться. И вот опять же, как прах мне показывает, скорее всего, вы сами себя мысленно приговариваете и думаете: ну все, мне конец. Вы очень ошибаетесь. Очень длинные крылья — это знак долгожителя, что жизнь будет ваша еще очень долгой. Вот. Небеса знают, что давать, что брать. Небеса знают, что показать и кому. И если вам это видео попалось, и да, вы больны, поверьте, небеса вас исцелят. Будет вам исцеление, будет вам долгая жизнь. Именно так оно и будет. Для женщин. Мужчина на букву К. Опасный человек, очень опасный человек. Вам нужно держаться от него подальше. Именно мужчина на букву К. Возможно, вы его уже знаете, возможно, вам только лишь предстоит с ним познакомиться. И этот мужчина будет хвататься за вашу юбку. Ну, держаться за вас, ухаживать за вами. Да, вот что-то вам предлагать. Этот мужчина, он то ли альфонс, то ли он такой, знаете, как приспособленец, может быть, какой-то. Очень шкурный, неприятный человек. С ним ничего хорошего не будет. С ним только боль, слезы и разочарование. Человек, мужчина, вернее, на букву К для вас равно нет. Нет, ни в коем случае, ни под каким предлогом. Мужчина, да, очаровательный, наверное, как все альфонсы, они умеют это делать, они этим промышляют, живут, да, очаровать женщину, а потом все соки с нее вытащить, выпить. Вот, предупреждают об этом человеке. Никаких контактов, никаких связей, держаться максимально подальше. Для мужчин женщина на букву Н. То же самое, только про женщину, да? Содержантка, абьюзерша, женщина, которая
не любить вас будет, а только любить ваши средства и вот может последнее отжать, выжать, отжать и по миру пустить. Еще раз, для женщин мужчина на букву К, имя на букву К, для мужчин женщина на букву Н. Подальше, подальше и не... Ну, как бы вас там не соблазняли, как бы вас не уговаривали, прям боритесь сами с собой, не соглашайтесь. Эти люди, они потребители. И встреча с этими людьми, общение, отношения с этими людьми ничего хорошего для вас не сулят. Судя по картинке, за вас будут хвататься и держаться. Да? Вот вплоть до того, что вы отбиваетесь и говорите, ну вот отстань от меня, уйди от меня. Человек вот прям двумя руками за вас хватается и вот не оторвать. Да? Ну, потому что почувствует вас как жертвой своей, да, законной жертвой, либо добычей наметят. Надо вам, конечно, будет постараться, чтобы избежать общения, контакта с этими людьми, уж тем более в отношения не вступать. Это очень важный знак предупреждения. Вас хотят уберечь. Так, и еще какой-то то ли отъезд, то ли переезд. Говорят, что будет. Будет, но будет свое время. Сейчас вот как вы не готовы, либо что-то не готово, кто-то не готов. Вы уедете, либо вы переедете, но не сейчас, не в ближайшем обозримом будущем. Может быть, вы очень хотите уехать, а не получается, да? Вы очень настойчиво этого хотите, предпринимаете какие-то действия, может быть, даже деньги вкладываете, платите за что-то, но говорят, что нет. Всему свое время. Когда время придет, тогда вы без всяких проблем очень легко и быстро переедете, либо съедете, да, ну вот у каждого своя ситуация. Но тут именно с вещами. С вещами куда-то вот поехать, доехать, добраться. Не сейчас, не в ближайшем обозримом будущем. У кого-то прям не в этом году, прям 100% не в этом году. Так что не тратьте свои усилия, не тратьте свои деньги и нервы тоже свои не тратьте. Всему свое время. Именно так здесь и показано. Ваши песочные часы, они еще лежат в горизонте. Вот когда они встанут, когда начнется отсчет времени, тогда уже как бы да, будут ощутимы эти события. И возможности будут появляться, и дороги вам будут открываться, но не сейчас. Пока надо потерпеть, пока нужно подождать. Так, деревья. Тут прям какой-то сад показан. Сад, деревья, молодые деревья. У кого-то отыграется намек на детей, на продолжение рода, да, что еще и дети будут, и внуки, и целый сад будет у вас. И также деревья могут говорить о том, что будет много заключено браков, союзов. То есть, допустим, вы выйдете замуж, либо женитесь, если смотрит меня мужчина, детки ваши, да, подрастут, либо уже взрослые, да, вот будут заключаться браки. Тут прям целый сад, прекрасный цветущий сад. Хорошие, крепкие, счастливые браки, плодовитые браки, результативные браки. Вот говорят, что будет сад. Сейчас я так понимаю, что как поле, да, вот ровная земля, выжженная, может быть, даже земля у кого-то отыграется, но будет сад, будут люди, будут входить в вашу жизнь, судьбу люди, и будут заключаться союзы. Дети будут, обязательно будут. Ну, кто вот думает, переживает, точно будет. Так, еще показывают какого-то очень важного человека, который в вашей жизни появится. Этого человека вообще показывают как посланника небес. Посланника небес, который войдет в вашу жизнь вот ключевым человеком мне идет. Вы знаете, вы как друг без друга не сможете, либо вы как две половинки одного целого. У кого-то идет вот спутник, спутница жизни, да, вот тот самый, та самая настоящая, а у кого-то идет вот, допустим, друг, подруга, у кого-то идет, например, партнер, надежный партнер, там бизнес, допустим, партнер. Такой человек появится, посланник небес. Вы очень разные, по характеру очень разные, по повадкам, мыслям, но вы едины. Вот как две половины одного и того же. Вот с этим человеком вас ждут великие дела, большие достижения, красивые события. Очень многое вас будет связывать. Память будет переполнена вот совместными событиями, совместными достижениями, совместными действиями. Да, возможно, в какие-то моменты вы действительно чувствуете, что вам нужен надежный, сильный человек рядом.
кто может вас дополнить. А этот человек, судя по всему, то же самое ощущает. Какое-то еще между вами родство. Родство душ, скорее всего. Да? Родная душа. Родная. Может быть, из прошлых воплощений. Может быть, у кого-то отыграется, что вы действительно две половинки. Вот, встретитесь и уже никогда не расстанетесь. Будете и соглашаться, и не соглашаться, и жизнь ваша будет интересная с этим человеком. И тут и взаимная критика, и взаимное принятие. Все будет, понимаете, будет очень интересно. Этот человек еще появится в вашей жизни. Еще раз говорю, у кого-то спутник-спутница, у кого-то друг-подруга, у кого-то надежный партнер, бизнес-партнер. Да? Вот мне что-то бизнес-партнер идет. Да? Может, на двоих бизнес такой замутите, что вы всем нос утрете. Хороший очень знак. И вы как вот срослись с этим человеком, да, срастетесь. Родными прям станете. Так, облака. Тут облака, как какое-то воздействие. Знаете, еще похоже на какую-то радиацию. Есть человек в вашем окружении, который вот это все создает. Облака создают эту радиацию, фон этот создает. И этого человека вам придется вычислить и обезвредить. Это очень сложная задача, но это в ваших интересах. Вам будут знаки подавать на этого человека, но вы не должны в них сомневаться. Есть очень негативный человек, который очень дурно на вас влияет. Я не сторонник громких фраз, но вот скажу, как мне идет, что этот человек хочет вас уничтожить, разрушить вашу жизнь. И вы, скорее всего, это ощущаете, да, что-то не в порядке. Но не может быть так плохо, да, вот ежедневно так плохо, и ситуация только лишь ухудшается, но никак не улучшается. Вот как будто бы идете вы по скользкой дороге, а вас еще постоянно в спину толкают, чтобы вы поскорее упали, да, и голову себе разбили. Либо позвоночник сломали. Может быть, когда этот человек даже занимается своими черными действиями, практиками, вы можете это интуитивно ощущать. Вот, ощущать через сон вы можете ощущать, да, вернее, не через сон, во сне, да. Сны могут сниться специфические. Быть состояние, когда вы сами себя не контролируете, у вас как панические атаки, вас как дергать начинает, смыкать начинает, и вы себя не понимаете, да, что со мной происходит, да, вот как что-то нахлынывает на вас такое негативное. Да, вам еще предстоит узнать, кто это, и обезвредить. Как, мне не показано. Раз показаны знаки, высшие вам подскажут, высшие вам помогут. Это ваше дело, это ваше будущее. То есть найти и обезвредить. Сложная задача, но вы с ней справитесь. Если бы вы с ней не могли справиться, вам бы эту задачу не поставили. Будут знаки. Будьте внимательны ко всему, что к вам будет приходить. А знаков будет очень много. Очень-очень много. Четко показали. Нет, вы разгоните все эти облака и радиацию эту уберете. Это часть вашей судьбы. Это часть вашего будущего. Обезвредив этого человека, вы ведь не только сами освободитесь от негатива, вы еще и своих потомков освободите. Потому что негатив, он ведь ложится не только на вас, но и на всех тех, кто с вами кровью связан. Да, вот кровь одна. Дети, внуки, сами понимаете, да. Это важно, это очень важно, это тяжелая задача, но вам она по плечу, высшие силы это знают. Еще раз повторю, да, будьте внимательны к знакам. Знаков будет очень много, и очень яркие знаки вам будут идти. Так, здесь вот как мошенничество какое-то показано. Через тройку придет в вашу жизнь мошенник, мошенница. То есть, скорее всего, человек очень такой, матерый, скажем, да, заморочит голову кому-то из ваших родственников, либо ваших друзей. И вот тройка — это все-таки, да, связь родственная, либо дружеская, да, будут воздействовать именно так. Здесь мошенничество с деньгами связано. Деньги, имущество еще, кстати, у кого-то может отыграться. Не верьте в сказки, не верьте в яркие, громкие обещания. Вам противопоказано в это верить.
Не верьте на слово. И не верьте, вот пока сами не проверите. Да, вам могут показывать какие-то документы, даже с печатями, и вроде как все красиво, но нужно копать всегда глубже. Не будьте легковерны, и не стоит доверять своим друзьям и родственникам, да, потому что они тоже могут быть обмануты. Нет такого способа, чтобы ничего не делать и лопатой деньги грести. Понимаете? Нет. Разве что в лотерею выиграть, да? Но вам будут предлагать какую-то другую схему. Будьте внимательны и не попадитесь. И еще вам говорят о том, что что-то из прошлого придет, повторится. Допустим, события, либо ситуации, где вы были в очень невыгодном положении, да, либо что-то упустили, что-то не смогли, да, ума не довели. Да, вот как какая-то возможность может еще повториться, либо событие, предложение еще может повториться. И просят, чтобы вы не упустили. Не упустили, не сомневались и действовали. Тем более у вас уже опыт есть, вы уже как научены. Да? Неудачная попытка, либо неудачный опыт – это все-таки знание, которое вы уже обрели. То есть не бойтесь еще раз попробовать. Либо вы просто обязаны еще раз попробовать и воспользоваться, может быть, какой-то возможностью. В этот раз у вас все получится. Так иногда бывает. Да, может, там несколько попыток нужно сделать, чтобы что-то получилось. Либо тогда в прошлом это было не ваше, либо не для вас, а сейчас вы уже готовы. Да? Не бойтесь и делайте. Что-то повторится, либо опять как обновится, появится. Еще говорят о какой-то очень крупной покупке. Покупку, которую вы будете делать. Что-то очень крупное, дорогостоящее, скорее всего, да, много денег стоит. Может быть, даже это какой-то лизинг, да, кредит, может быть. Что-то вы будете обретать за большие деньги, я так понимаю. Квартира, дом, не знаю, земля, может быть, какая-то машина очень дорогая, да, там бизнес-класса. Это у вас впереди. Может быть, вы сейчас ходите, смотрите на красивые дома, таунхаусы, либо красивые автомобили и думаете, никогда у меня такого не будет. А высшие говорят, да перестань, будет, ты к этому придешь. И ты эту покупку осилишь. Опять же, вы все разные, у каждого будет свое и на своих условиях. Я вижу, что вы будете обретать. Сейчас это кажется просто невозможным, нереальным и невозможным, но в будущем это к вам придет. Так, еще мне здесь показывают человека, очень одаренного человека. Дар, одаренность, способность. Вы обладаете тем, что другим не дано. Вы очень отличаетесь от других людей. И вы это в себе как будто бы глушите. Глушите и не позволяете выйти. Силу, наверное, глушите свою. Говорят, что нельзя от дара отказываться. Это может быть чревато. То есть отказ от дара равно вред себе. Нельзя этот дар передать. Им нужно пользоваться. Его нужно прокачивать. Опять же, если вы в себе чувствуете и вы в себе это подавляете, вы абсолютно не правы. Если вы в себе ничего не чувствуете, тогда это предсказание не ваше. Дар – это благодать, а с другой стороны большая ответственность. И это все-таки как работа идет, да? Работа над собой, работа с тем, что вы имеете. И этим нужно заниматься. Иначе вы будете болеть, да, потому что дар будет искать выход и будет внутри вас бродить, выгорать, и это будет отражаться именно на вашем здоровье. У кого-то точно есть дар, и этим нужно заниматься. В себе сомневаться, да, для человека это свойственно, особенно для разумного человека, интеллектуально развитого человека. То, что не считается, не принято нормой в обществе, да, вызывает подозрения и сомнения. И я так понимаю, что вы именно такой человек, да, с высоким интеллектом,
выросли в материальном мире, понятно, что такие вещи вас очень сильно смущают. Скорее всего, вы их даже стесняетесь и никому о них не говорите. Но это не уменьшает вашего дара, не уменьшает ваших способностей и не уменьшает вашей силы. Если уже такое случилось, такая аномалия, скажем так, то нужно с этим разбираться, нужно это изучать и нужно это практиковать. Вот. Просто если вы это в себе так дальше будете душить, вы сами себе навредите. Это как больше, наверное, как предупреждение вам. Да? И подтверждение, и предупреждение, что да, у вас есть дар, и предупреждение, что нужно этим заниматься, иначе вред пойдет именно здоровью, вашему здоровью. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.